Разговаривая сегодня с Богом, Он сказал мне: «Мое дорогое дитя, что твое долгое ожидание приближается к концу, и что-то чудесное должно произойти завтра». Однако Он умоляет вас найти минутку и послушать Его сегодня, если вы любите Его. Пожалуйста, не оставьте это видео без внимания, послушайте его. В конце концов, это послание Божьего сердца, призванное благословить вашу жизнь. Прежде чем продолжить, поставьте лайк видео, чтобы его увидело больше людей. Подпишитесь на канал и включите колокольчик уведомлений. Наша цель – привлечь 150 тысяч подписчиков, чтобы распространить послание веры и надежды среди большего числа людей. На протяжении своего путешествия вы сталкивались с трудностями, неопределенностью и моментами ожидания, которые иногда казались невыносимыми. Бог хочет, чтобы вы знали, что Он был рядом с вами на каждом этапе пути, направляя, укрепляя и готовя вас к тому, что должно произойти. Помните, что Божье время идеально, и ожидание – естественная часть жизни. Дитя мое, это возможность для роста, взросления и укрепления твоей веры. Если вы верите в Бога, напишите сейчас: «Я верю в Твое Слово». Бог вспоминает ваши пылкие молитвы со слезами на глазах, когда вы спрашиваете, когда наконец наступят перемены. С великой радостью Он сообщает вам, что ваше ожидание закончилось, и завтра наступит день столь желанных вами перемен. Жизнь – это путешествие, полное взлетов и падений, и то, что вам предстоит пережить, это великолепный взлет. Верьте в себя, как Бог с самого начала верил в ваш потенциал. Вы были сформированы и подготовлены к этому моменту, и пришло время пожинать плоды ваших усилий и терпения. Помните, даже в самые темные ночи звезды продолжают сиять на небе. Точно так же, даже когда ожидание казалось долгим, Его благодать и любовь всегда были рядом с вами, освещая ваш путь. Наконец, наступило завтра, которого вы так с нетерпением ждали, и оно полно обещаний, возможностей и благословений. Примите их с благодарностью во имя Иисуса. Ожидание может заставить нас подвергнуть сомнению данные обещания, но вы должны знать, что Бог верен своим словам, и каждая из них будет исполнена на ваших глазах, еще больше укрепляя вашу веру в Него. Нажмите «Нравится», чтобы показать, что послание Бога важно для вас. Вместе мы сможем сделать мир лучше на пути, который мы выбрали. Не бойтесь того, что произойдет, потому что Бог рядом с вами. Вы сильнее, чем вы себе представляете. Завтра, когда вы проснетесь, вы почувствуете энергию перемен в воздухе. Обещание нового начала и реализации вашей мечты. Вы не одиноки в этом путешествии, и Бог никогда не оставит вас. Завтра тот день, когда вы сможете оставить позади все сомнения и неуверенность. Это день, когда вы сможете смело принять будущее, которое приготовил для вас Бог. Каждая проблема, с которой вы столкнулись до сих пор, была ценным уроком, возможностью для роста и подготовки к этому моменту. Верь в себя, дитя мое, как Бог верит в тебя. Верьте в свою способность преодолеть любое препятствие, которое может возникнуть на вашем пути. Вы обладаете уникальными навыками и талантами, которые станут ключом к вашему успеху. Помните, Бог – ваша сила. Ожидание не было напрасным. Это сформировало ваше терпение, настойчивость и доверие к Богу. Теперь вы готовы тянуться к звездам, летать высоко и достигать всех своих целей. Не позволяйте страху или сомнению остановить вас.
Верьте в Божью веру. Завтра тот день, когда вы сможете воплотить свои мечты в реальность и показать, что можете преодолеть любые возникающие трудности. Никогда не недооценивайте силу своей решимости и присутствие Бога на вашей стороне. По мере приближения рассвета нового дня Бог оставляет вас со словами ободрения и надежды: ваше ожидание закончилось. Завтра день перемен. Поднимайтесь с уверенностью, с благодарностью в сердце и с уверенностью в том, что будущее светлое и полное возможностей. Бог верит в тебя, дитя мое, больше, чем кто-либо другой. Вы любимы, благословленны и предназначены для величия. Идите с верой, потому что Он направляет ваши шаги и освещает ваш путь. Если вы верите в это слово, напишите: «Я овладеваю этим словом на всю жизнь». Дорогое мое дитя, завтра наступит день, которого ты так долго ждал, момент преображения. Примите этот подарок и сделайте его одним из лучших дней в вашей жизни. Будьте уверены в себе, сохраняйте свою веру и помните, что Бог всегда рядом с вами, ободряя вас и направляя ваши шаги. Вы не одиноки в этом путешествии. Его присутствие постоянно, Его поддержка тверда, а Его мудрость доступна на каждом этапе пути. Доверьтесь Ему, потому что Он ваш наставник и ваш величайший защитник. Рядом с Ним вы сильнее любого препятствия, которое может возникнуть. Будьте смелыми, стойкими и бесстрашными, ибо вы несете в себе божественную искру. Завтрашний день знаменует собой начало нового путешествия, полного безграничных возможностей. У вас есть сила сформировать свою судьбу и создать жизнь, о которой вы всегда мечтали. Не позволяйте страху или сомнению помешать вам осуществить свои самые сокровенные мечты. Вам есть что рассказать. Готовясь к новому дню, держите свой разум открытым к новым возможностям. Жизнь часто удивляет нас неожиданными благословениями, когда мы меньше всего их ожидаем и когда мы открыты для их получения. Будьте восприимчивы к изменениям и новому опыту, которые встречаются на вашем пути. Будьте готовы принять и не забывайте распространять любовь и сострадание по всему миру по мере вашего продвижения по пути. Любовь – это величайший дар, который вы можете дать и получить. Будьте источником света и любви для окружающих, ведь эти действия чудесным образом вернутся к вам. Напишите 232 для этого благословения в вашей жизни. Когда вы проснетесь завтра, осознайте это как новое начало. Оставьте позади любое эмоциональное бремя, которое отягощало вас в прошлом. Простите себя и других, поскольку прощение – это акт освобождения, который откроет пространство для любви и радости, которые вольются в вашу жизнь. Будьте открыты для роста каждый день, поскольку жизнь – это постоянная школа, а каждый опыт – ценный урок. Не бойтесь совершать ошибки, это возможность учиться и расти. Помните, я всегда здесь, чтобы направить вас и помочь найти правильный путь. Когда солнце поднимается над горизонтом, поймите, что оно приносит с собой новый день, полный возможностей. Вы находитесь на пороге чудесной трансформации, мечта, которую вы так долго ждали, вот-вот осуществится. Верьте, верьте в себя и с энтузиазмом встречайте завтрашний день. Напишите: «Все могу через того, кто укрепляет меня». Мое дорогое дитя, по мере того, как мы приближаемся к долгожданному завтра, я хочу еще раз подчеркнуть важность настойчивости и доверия на твоем пути.
Изменения, которые вот-вот произойдут, станут наградой за вашу решимость и непоколебимую веру. Помните, все происходит в идеальное время, и вы находитесь именно там, где должны быть. Завтра, когда вы столкнетесь с новыми проблемами и возможностями, помните, что устойчивость – это качество, которое приведет вас далеко. Вы доказали, что способны преодолевать препятствия, и это путешествие станет еще одним испытанием вашей внутренней силы. Никогда не недооценивайте силу, которая находится внутри вас. Не позволяйте прошлому определять вас. Опыт, который вы получили до сих пор, сформировал вас, но не определяет ваше будущее. Завтра – чистая страница, готовая быть написанной цветами ваших мечтаний и стремлений. Пришло время заявить о своей истории и создать судьбу, которую вы желаете. Если вы любите Бога, поставьте лайк этому видео и напишите «Аминь». Теперь храните благодарность в своем сердце. Даже в трудные времена благодарность действует как магнит, привлекая в вашу жизнь больше благословений и радостей. Будьте благодарны за каждую возможность, каждый урок и каждого человека, встретившегося на вашем пути. Благодарность связывает вас с изобилием Вселенной. Когда я рядом с тобой, ты сильнее любых препятствий, которые могут возникнуть. Будьте смелыми, стойкими, бесстрашными, ведь вы несете внутри себя божественную искру. Завтрашний день знаменует собой начало нового путешествия, наполненного безграничными возможностями. У вас есть сила сформировать свою судьбу и создать жизнь, о которой вы всегда мечтали. Не позволяйте страху или сомнению помешать вам осуществить свои самые сокровенные мечты. Вам есть что рассказать, оставьте ее в комментариях и вдохновите других своим свидетельством. Помните, я наделил вас уникальными талантами и способностями для выполнения вашей миссии на Земле. Готовясь встретить новый день, держите свой разум открытым к возможностям, поскольку жизнь часто удивляет нас неожиданными благословениями, когда мы открыты для их получения. Будьте восприимчивы к изменениям и новому опыту, которые встречаются на вашем пути. Будьте готовы принять и не забывайте распространять любовь и сострадание по всему миру по мере вашего продвижения по пути. Любовь – это величайший дар, который вы можете дать и получить. Будьте источником света и любви для окружающих, ведь эти действия чудесным образом вернутся к вам. Напишите «Это неделя благословений», чтобы заявить об этом благословении в своей жизни. Когда вы проснетесь завтра, осознайте это как новое начало. Оставьте позади любое эмоциональное бремя, которое отягощало вас в прошлом. Простите себя и других, поскольку прощение – это акт освобождения, который откроет пространство для любви и радости, которые вольются в вашу жизнь. Будьте восприимчивы к росту каждый день, поскольку жизнь – это постоянная школа, а каждый опыт – ценный урок. Не бойтесь совершать ошибки, это возможность учиться и расти. Помните, я всегда здесь, чтобы направить вас и помочь найти правильный путь. Когда солнце поднимается из-за горизонта, поймите, что оно приносит с собой новый день, полный обещаний. Вы находитесь на пороге чудесной трансформации, мечта, которую вы так долго ждали, вот-вот осуществится. Верьте в себя и с энтузиазмом встречайте завтрашний день. Напишите «Всемогу через того, кто укрепляет меня». Мое дорогое дитя, по мере того, как мы приближаемся к долгожданному завтра, я хочу еще раз подчеркнуть важность настойчивости и доверия на твоем пути.
Изменения, которые вот-вот произойдут, станут наградой за вашу решимость и непоколебимую веру. Помните, все происходит в идеальное время, и вы находитесь именно там, где должны быть. Завтра, когда вы столкнетесь с новыми проблемами и возможностями, помните, что устойчивость – это качество, которое приведет вас далеко. Вы продемонстрировали способность преодолевать препятствия, и это путешествие станет очередным испытанием вашей внутренней силы. Никогда не недооценивайте силу, которая находится внутри вас. Не позволяйте прошлому определять вас. Опыт, который вы получили до сих пор, сформировал вас, но не определяет ваше будущее. Завтра – чистая страница, готовая быть написанной цветами ваших мечтаний и стремлений. Это момент, чтобы заявить о своей истории и создать судьбу, которую вы желаете. Если вы любите Бога, поставьте лайк этому видео и напишите «Аминь». Всегда храните благодарность в своем сердце, даже в трудные времена. Благодарность действует как магнит, притягивая в вашу жизнь больше благословений и радостей. Будьте благодарны за каждую возможность, каждый извлеченный урок и каждого человека, который встретился на вашем пути. Благодарность связывает вас с изобилием Вселенной. Никогда не сомневайтесь в своей ценности и важности. Вы уникальны и драгоценны, и у вас есть единственная цель в этой жизни. Завтра наступит тот день, когда вы сможете ярко сиять, поделиться своими дарами с миром и существенно изменить жизнь других. Завтра новое начало. Но это также продолжение вашего путешествия. Каждый шаг, который вы предприняли до сих пор, привел вас к этой точке, и каждый шаг, который вы сделаете завтра, будет приближать вас к вашим целям. Не теряйте из виду горизонт, уверенно идите вперед. Помните, я всегда рядом с вами, направляя ваши шаги и защищая ваше сердце. Вы никогда не одиноки в своем путешествии. Молитесь, медитируйте и общайтесь со мной, потому что я источник мудрости, силы и любви, которые вам нужны. Проснувшись завтра, глубоко вздохните, улыбнитесь и будьте благодарны за новый день, подаренный вам. Отправляйтесь с решимостью приложить все усилия. Вы – существо, творец своей реальности, и ваш выбор и отношения формируют вас. Если вы отдаете свою жизнь Господу, объявите сейчас: «Я отдаю свою жизнь Тебе, возлюбленный Отец». Я хотел бы поделиться посланием надежды, которое я долгое время хранил в своем сердце. На протяжении своего путешествия вы сталкивались с трудностями, неопределенностью и моментами ожидания, которые иногда казались невыносимыми. Вы должны знать, что я был рядом с вами на каждом этапе пути, направляя вас, укрепляя вас и готовя к тому, что должно произойти. Помните, что Божье время идеально, и ожидание – естественная часть жизни. Это возможность вырасти, повзрослеть и укрепить свою веру. Если вы верите в Бога, скажите сейчас: «Я верю Слову Твоему». Я помню ваши пылкие молитвы со слезами на глазах, когда вы гадали, когда наконец наступят перемены. С огромной радостью сообщаю вам, что ваше ожидание подошло к концу, и завтра наступит тот день, которого вы так долго ждали. Жизнь – это путешествие, полное взлетов и падений, и то, что вам предстоит пережить, это великолепный взлет. Верьте в себя так же, как я верю в свой потенциал. С самого начала вы были сформированы и подготовлены к этому моменту, и пришло время пожинать плоды ваших усилий и терпения. Помните, даже в самые темные ночи звезды продолжают сиять на небе.
Точно так же, даже когда ожидание казалось долгим, моя милость и любовь всегда были рядом с тобой, освещая твой путь. Наконец, наступило то завтра, которого вы так долго ждали, и оно полно обещаний, возможностей и благословений. Примите их с благодарностью во имя Иисуса. Ожидание может заставить нас подвергнуть сомнению данные обещания, но вы должны знать, что я верен своим словам, и каждая из них станет реальностью на ваших глазах, еще больше укрепляя вашу веру в меня. Нажмите «Нравится», чтобы показать, что послание Бога важно для вас. Вместе мы сможем сделать мир лучше на пути, который мы выбрали. Не бойтесь того, что произойдет, потому что я рядом с вами. Вы сильнее, чем вы себе представляете. Завтра, когда вы проснетесь, вы почувствуете энергию перемен в воздухе. Обещание нового начала и реализации вашей мечты. Ты не один в этом путешествии, и я никогда не оставлю тебя. Завтра тот день, когда вы сможете оставить позади все сомнения и неуверенность. Это день, когда вы сможете смело принять будущее, которое я приготовил для вас. Каждая проблема, с которой вы столкнулись до сих пор, была ценным уроком, возможностью для роста и подготовки к этому моменту. Верь в себя, дитя мое, так же, как я верю в тебя. Провозгласите: я владею этим словом на всю свою жизнь. По мере того, как мы приближаемся к долгожданному завтрашнему дню, я хочу еще раз подчеркнуть важность настойчивости и доверия на вашем пути. Преобразование, которое вот-вот произойдет, является наградой за вашу непоколебимую решимость и веру. Помните, все происходит в идеальное время, и вы находитесь именно там, где должны быть. Завтра, когда вы столкнетесь с новыми проблемами и возможностями, помните, что устойчивость – это качество, которое приведет вас далеко. Вы уже доказали, что способны преодолевать препятствия. Это путешествие станет еще одним свидетельством вашей внутренней силы. Никогда не недооценивайте силу, которая находится внутри вас. Не позволяйте прошлому определять вас. Опыт, который вы пережили до сих пор, сформировал вас, но не определяет ваше будущее. Завтра чистая страница, готовая быть написанной цветами ваших мечтаний и стремлений. Пришло время заявить о своей истории и создать судьбу, которую вы желаете. Если вы любите Бога, поставьте лайк этому видео и напишите «Аминь». Опять же, всегда держите благодарность в своем сердце. Даже в трудные времена благодарность действует как магнит, привлекая в вашу жизнь больше благословений и радостей. Будьте благодарны за каждую возможность, каждый извлеченный урок и каждого человека, который встретился на вашем пути. Благодарность связывает вас с безграничными богатствами Вселенной. Никогда не подвергайте сомнению свою ценность и значимость. Вы уникальны и драгоценны, у вас есть особая цель в этой жизни. Завтра тот день, когда вы сможете ярко засиять, поделиться своими дарами с миром и внести значимый вклад в жизнь других. Завтрашний день – это не только новое начало, но и продолжение вашего путешествия. Каждый шаг, который вы сделали до сих пор, привел вас к этой точке, и каждый шаг, который вы сделаете завтра, будет приближать вас к вашим целям. Не спускайте глаз с горизонта и уверенно двигайтесь вперед. Знай, что я всегда рядом с тобой, сопровождая тебя на каждом этапе твоего пути. Ты никогда не одинок, потому что мое присутствие постоянно. Я призываю вас молиться, медитировать и поддерживать тесную связь со мной,
потому что я – источник мудрости, силы и любви, с которыми вам нужно сталкиваться каждый день. Сегодня я приглашаю вас сделать шаг дальше. Полностью отдайте свою жизнь Господу. Давайте вместе вознесем молитву. Дорогой Бог, мы благодарим Тебя за дар нового дня, наполненного обещаниями и возможностями. Мы осознаем, что завтра – это новое начало, пустая страница, которую мы можем заполнить своими действиями и решениями. Мы просим Вашего руководства, силы и стойкости, чтобы противостоять вызовам, которые может принести будущее. Пусть Твой свет освещает наш путь, рассеивая любую тень неуверенности и страха. Со смирением и благодарностью мы просим Вашей помощи, чтобы наши сердца были полны благодарности и привлекали в нашу жизнь больше любви, радости и процветания. Мы помним, что каждый из нас уникален и драгоценен, и у него есть определенная цель в этой жизни. Завтра у нас будет возможность поделиться своими дарами с миром и существенно изменить жизнь других. Мы не упускаем из виду наши цели и уверенно идем вперед, зная, что Вы всегда рядом с нами, защищая наше сердце. Мы просим Вас руководить нами в каждом нашем выборе, чтобы он соответствовал Вашей воле. Пусть мы сможем нести Ваш свет и любовь, принося надежду и радость тем, кто нас окружает. Мы просим Вас дать нам силы простить себя и тех, кто причинил нам боль, освободив нас от бремени обиды и позволив нам жить в мире. В жизни делайте каждый шаг в своем темпе, не нужно спешить. Не торопитесь, потому что Бог любит вас. Сам Господь будет сражаться за вас. Все, что вам нужно сделать, это оставаться неподвижным. Пришло время отдохнуть. Завтра начало новой недели, так что будьте спокойны, зная, что я с вами. Все встанет на свое место в нужный момент. Если вы сейчас чувствуете себя застрявшим или растерянным, больше доверяйте Богу. Не бойтесь грядущих перемен. Молитесь о руководстве и понимании, зная, что у Бога есть цель, и Он все сделает хорошо. Не бойтесь того, что происходит. Бог уже знает, что будет дальше. Бог любит вас, а сатана презирает вас. Сделайте свой выбор мудро сегодня. Он отвлекает вас ложью, деньгами, развлечениями, сожалениями, болью и негативными мыслями. Перестаньте сосредотачиваться на этих вещах и сосредоточьтесь на Иисусе. Вы недалеки от Бога, вы просто отвлекаетесь на мир. Внутри вас есть Святой Дух, вы не можете приблизиться к этому. Иисус может изменить все в одно мгновение. Так что не прекращайте молиться. Всегда помните, что Бог с вами. Он прокладывает путь ко всему. Он не подведет, верен своим обещаниям. Бог всегда говорит с тобой с каждым прекрасным закатом, с каждым криком новорожденного, с каждым случайным совпадением, которое меняет твою жизнь. Бог здесь работает и показывает вам, что у Него все под контролем. В конце концов, лучшее, что вы можете сделать, это поблагодарить Бога за ваши благословения. Передайте свои заботы через молитву, и Он даст вам покой. Ежедневно напоминайте себе, что у Бога есть план для вашей жизни. Возможно, вы не понимаете этого в данный момент, но поверьте, что это правда. 4 вещи, которые нужно делать, когда вы беспокоитесь. Первое – отдать свои тревоги Богу. Второе – молитесь об этом. Третье – доверие к силе Божией. 4. Доверяйте мудрости Божией, а не своей.
Он даст тебе силы, когда ты думаешь, что не сможешь идти дальше. Он подарит вам радость, когда вы почувствуете разочарование. Он проложит путь, когда это кажется невозможным. Бог так гордится тобой, продолжай. Он благословит вас многими неожиданными способами. Это только начало. Бог готовит ваш путь, затем показывает вам путь и всегда рядом с вами в путешествии. Я буду на твоей стороне. Иисус Навин 1:9. Я помогу тебе пройти. Евреям 13. Начинайте день с простой молитвы: «Господи, направь меня». Будьте смелыми и встретите этот день. Больше доверяйте Богу, перестаньте стараться изо всех сил и начните больше доверять, это все изменит. Ваша ценность не зависит от ваших способностей. Ваша ценность основана на том факте, что вы – дитя Божье. Тот факт, что прошел еще один день, а ваши молитвы не получили ответа, не означает, что Бог не слышит ваши молитвы. Не теряйте веру, всему свое время. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Экклезиаст 3:1. Бог перед тобой. Когда вы чувствуете, что Бог забыл вас, помните, у Бога есть расписание, которого мы не можем видеть. Библия ни разу не говорит, что нужно беспокоиться об этом, напрягаться или разбираться в этом. Но снова и снова здесь ясно говорится: доверяйте Богу. Я не знаю, кому нужно это читать, но Иисус говорит: когда придет время, я, Господь, сделаю это. Так что расслабьтесь и доверьтесь Богу сегодня. Исайя 60:22. Если вы видите это, Бог хочет, чтобы вы знали, на молитвы не всегда отвечают так, как вы хотите, но Бог всегда дает вам то, что вам нужно. Будьте терпеливы и доверьтесь Богу. Не сосредотачивайтесь на том, через что вы проходите, сосредоточьтесь на том, что Бог делает через это. Держитесь за Иисуса, вы справитесь с этим. Вы можете подумать, что потеря этого человека, дружбы, работы, возможностей – это конец. Не думайте, что это конец. Боль реальна, шок реален, потеря реальна, горе реально, но Иисус реален. Он исцеляет, Он искупает. Плохой день не означает плохую жизнь или то, что Бог не благословил тебя. О вещах, из-за которых вы беспокоитесь, помолитесь и отпустите их. Если вы не наполните свой разум Словом Божьим, враг наполнит его страхом, тревогой, стрессом, беспокойством и искушением. Иисус ответил: «Вы еще не понимаете смысла того, что я делаю, но скоро вам это станет ясно». Иоанна 13:7. Цель врага – довести вас до такой депрессии, отвлечения и разочарования, что вы не сможете увидеть Божий план. Он хочет, чтобы ты продолжал плакать, он хочет, чтобы ты не увидел того, что будет дальше. Вот слово, которое у меня есть для вас сегодня. Обо всем, что вас оставило, Бог говорит: «Я с тобой, не тревожься». Когда ты плачешь, я уже в пути. Бог обещал, что никогда не оставит и не покинет тебя. Второзаконие 31:8. Бог услышал вашу молитву, теперь просто доверьтесь Ему. И помните, это Его время, а не ваше. Просто помните, что отказ – это Божья защита. Вы не случайно это читаете, это ваше подтверждение. Бог приготовил для вашей жизни что-то большее и лучшее. Держись за Иисуса, Он с тобой. Никогда не отпускай Его руку.
Не бойтесь, просто стойте на месте и наблюдайте. Вы увидите чудесный способ, которым Господь спасет вас. Исход 2:1. Бог сильнее вашей борьбы. Бог сильнее твоих мыслей. Бог сильнее врага и его атак. Бог сохранит тебя. Если враг не сможет вас победить, он попытается вас отвлечь. Будьте осторожны со всем, что отвлекает ваше внимание от Иисуса. Бог всегда рядом, Бог спасет тебя из любой трудной ситуации. Ты Его дитя, ты един с Отцом. Вы не созданы для того, чтобы самостоятельно справляться с жизненными трудностями. Темнее всего перед рассветом. Если Бог настолько заботится, что пересчитывает волосы на вашей голове, почему вы беспокоитесь? Он спасет тебя. Кто любит меня, тот будет повиноваться моим учениям. Мой Отец возлюбит их, и мы придем к ним и создадим у них свой дом. Иоанна 2:23. Помните, Бог всегда является вашим источником безопасности. Призовите Его, и Он поддержит вас, с чем бы вы ни столкнулись. Помните, Господь, Бог ваш, тот, кто идет с вами, чтобы сражаться за вас с врагами вашими, чтобы дать вам победу. Даже в твоих страданиях Бог утешит тебя. Божьи обещания дадут вам надежду и жизнь. Псалмы 119:50. «Всякий верующий в Меня, придите и пейте». Ибо священные писания говорят, что реки живой воды потекут из их сердца. Какой бы тяжелой ни была ваша борьба, Бог вытащит вас из нее. Рассвет нового дня является свидетельством ее веры в божественное вмешательство. Вера в то, что Бог приведет ее к победе, даже когда нация находится в смятении, а королевство находится в шатком положении. Когда Всемогущий произносит свой голос, земля поддается Его власти. Господь Саваоф с нами, служащий нашей крепостью, подобно Богу Иакова в священных писаниях. Притчи 29:25 напоминают нам, что страх перед людьми – это ловушка, но надеющиеся на Господа находятся в безопасности. Защита Господа, как показано в Псалме 41:2, сохраняет нам жизнь и благословляет нас. Это перекликается с Исаией 32:18, где подчеркивается, что люди будут жить в мирных и безопасных жилищах и в тихих местах отдыха. Мир должен быть в ваших стенах и безопасность в ваших башнях, как сказано в Псалме 122:7. Господь окружает свой народ так же, как горы окружают Иерусалим, отныне и во веки веков. Мое дорогое дитя, мое самое сокровенное желание – сохранить для тебя самое лучшее. Представьте свой разум как великую реку благословений, текущую к вам, несущую изобилие, радость и удовлетворение. Приготовьтесь к периоду быстрого роста, который повлияет на все аспекты вашей жизни. Я вижу, как перед тобой открывается вселенная безграничных возможностей. Вы готовы парить, не ограниченные ограничениями. Предстоящая дорога наполнена впечатляющими обещаниями и невероятными триумфами. Я чувствую яркую энергию, толкающую вас к светлому существованию. Все в вашем окружении благоприятствуют вам, посылая волны любви, изобилия и успеха. Мне не терпится стать свидетелем вашего полного расцвета, когда вы впитываете суть успеха и отдаетесь потоку жизни. Поверьте, мои возлюбленные, что Вселенная склоняется перед вами, желая излить свои чудеса на ваше путешествие. Почувствуйте волшебство внутри себя,
которая делает ваши дни ярче и наполняет сердце безграничной радостью. Если вы верите в то, что Божья сила изменит вашу жизнь, давайте вместе произнесем эту молитву. Дорогой Бог, в этот момент смирения и доверия направь мое полное надежды и искреннее сердце. Излейте свою доброту на мою жизнь, позволив финансовому процветанию процветать. Ты знаешь мои потребности и желания. Вы – поставщик всех благ, включая материальные блага. Благослови мои финансы, проложив путь деньгам в мою жизнь справедливым и полезным образом. Пусть поток ресурсов будет устойчивым, удовлетворяя все мои потребности и позволяя мне жить в комфорте и изобилии. Доверенные мне ресурсы должны использоваться позитивно, способствуя благополучию моей семьи, общества и нуждающихся вокруг меня. Как сказано в Одни Царств 25:6, «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему, что у тебя есть. Господь мой свет и мое спасение. Кого мне стоит бояться? Господь – крепость моей жизни. Кого мне бояться? А Небесный Отец, Твоя любовь и бесконечная благодать вселяют в нас надежду. Вечные истории о Вашем божественном вмешательстве, такие как разделение могучих морей для Моисея и воскрешение Лазаря из мертвых, служат напоминанием о Вашей безграничной силе и непостижимом сострадании. Ваше исцеление больных проказой демонстрирует Вашу непоколебимую приверженность благополучию Ваших детей, восстановлению целостности тех, кто страдает. В минуты слабости мы сбиваемся с Твоего пути, но наши сердца желают быть сосудами Твоего Царства. Пожалуйста, очисти и обнови нас, превратив нас в инструменты Твоей божественной цели. Мы ежедневно сталкиваемся с искушениями и испытаниями, которые стремятся сбить нас с пути. Подобно блудному сыну, мы понимаем, что истинную радость и удовлетворение можно найти только в Тебе. Мы умоляем Вас оставаться рядом с нами, направляя нас по правильному пути. Ваша милость – наш постоянный спутник, искупающий нас, когда мы заблудились, меняющий наш курс и обновляющий наш дух. Размышляя над этими глубокими словами веры и ободрения, давайте не будем беспокоиться о завтрашнем дне и будем твердо стоять в вере. Давайте будем мужественными, сильными, смиренными, нежными, терпеливыми и любящими во взаимодействии друг с другом, стремясь поддерживать единство посредством мира. Давайте доверимся божественному плану Бога для нашей жизни и выразим благодарность за Его бесконечную доброту и милосердие. Господь – моя сила и моя защита. Он стал моим спасением, и мы прибегаем к Его имени. Аминь. Давайте признаем Господа нашей опорой и безопасностью в периоды стресса и трудностей. Нам советуют ни о чем не беспокоиться, а лучше с сердцем, наполненным благодарностью, принести свои заботы Богу. Мы можем найти утешение в Его обещаниях, которые защищают наше существование. Если вы верите в Иисуса, наберите 11:11. Действительно, Бог – наш постоянный источник оптимизма, который никогда не перестает воодушевлять нас. Когда мы верим в Него, мы обретаем радость, спокойствие и щедрую надежду. Готовясь получить эти божественные благословения, давайте помнить, что они достигаются не нашими собственными силами, усилиями или делами, а божественной силой, благодатью и намерением Бога. Если вы готовы приветствовать эти необыкновенные благословения в своей жизни, наберите 22:22. В случаях нашего непослушания Бог остается верным, поскольку Его сущность неизменна.
В минуты страданий и скорби обратимся к Божьему спасению как к нашей защите. Следовательно, даже если сама земля изменится и горы упадут в сердце морей, у нас есть уверенность в Божьем спасении как нашей опоре. Его мягкость обладает силой возвышать нас. Страх перед смертными может заманить нас в ловушку, но те, кто верит в Господа, находят безопасность и мудрость, позволяющие избежать опасности. Давайте не будем играть с опасностью, а будем искать утешение в Божьей мудрости. В ответ на мольбы обедневших и стоны нуждающихся Господь уверяет: «Ныне воскресну». Иисус Христос остается тот же вчера, сегодня и во веки веков. Чтобы подтвердить эти обещания с непоколебимой верой и доверием к вечной любви Бога, напишите: «Бог со мной все время». В своих учениях Иисус подчеркивал, что любовь Бога к человечеству была настолько глубока, что Он послал Своего Сына предложить вечную жизнь. Он подчеркнул, что Божья любовь охватывает всех без исключения. Бог ценит тебя как Его дитя, как Иисус. Божья любовь к вам основана на вашей личности во Христе, а не на ваших действиях или имуществе. Люди могут иметь разные взгляды на Бога. Некоторые могут видеть в Нем источник щедрости, милосердия и оптимизма. Другие могут придерживаться более традиционных взглядов. Несмотря на это исцеление, изобилие, новые возможности и благословения уже в пути. Вот послание от Вселенной. Сегодня я здесь, чтобы передать вам послание надежды, любви и поразительных чудес. Если вы готовы и в восторге от этого, просто напишите «Аминь». Наш разум должен развиваться, чтобы постичь вашу божественную волю. Мы понимаем необходимость перемен в нашей жизни и поэтому относимся к вам с оптимизмом и скромностью. Мы признаем, что не можем справиться с этим в одиночку, и надеемся, что вы залечите наши физические и эмоциональные травмы. Ваша любовь, свободная от условий, не имеет себе равных, и ваши обязательства освобождают нас от невзгод, которые мешают нашему продвижению. Мы верим в Твои обещания, Господь, и доносим Твое послание тем, кто в этом нуждается. Мы уверены, что Вы поможете нам, даже когда мы потерпим неудачу, и ищем утешение в Вашей безграничной доброте и милосердии. Во времена неопределенности и страданий мы открываем Вам свои сердца, осознавая, что Вы рядом. Мы понимаем, что Ваши планы относительно нашей жизни индивидуальны и надежны, и мы доверяем Вам, единому истинному Богу, который глубоко любит нас. Мы отвергаем ложные заверения и возлагаем надежды на Вас. Когда наши молитвы будут услышаны, мы выразим благодарность, признав, что именно Ваше божественное вмешательство удовлетворило наши нужды в идеальный момент. Мы с нетерпением ожидаем сверхъестественных благословений, которые Вы приготовили для нас. Мы доверяем Вашему руководству и серьезно относимся к своей жизни, посвящая себя Вашему пути. В это время радости и спокойствия мы крепко цепляемся за Вашу любовь и верим в грядущие чудеса. Мы учимся доверять невидимому, понимая, что наша вера сильна. Мы верим в Ваше прощение и находим в себе силы противостоять любым препятствиям, которые могут встретиться на нашем пути. Даже в минуты слабости мы находим силу в Твоем присутствии. Мы понимаем, что Ваша любовь к нам безгранична, и твердо держим свои обещания. Мы признаем, что Вы являетесь источником нашей надежды, и доверяем Вам, нашему Небесному Отцу.
Продолжая наше путешествие, мы помним, что дело не в скорости, а в том, чтобы оставаться верными пути света. Вы наблюдаете за нашими семьями, нашей жизнью и нашими финансами, и мы ждем с уверенностью, зная, что ваш выбор времени безупречен. Мы наслаждаемся благословениями каждого дня и сохраняем за них благодарность. Мы принимаем ваши ласковые объятия, зная о вашей вечной любви к нам. Мы верим в ваше руководство и предпринимаем каждый шаг с уверенностью, веря в невидимые чудеса, которые еще впереди. Мы считаем, что нам повезло иметь вашу любовь и поддержку, и осознаем, что ваш план для нас безупречен. Каждое испытание, с которым мы сталкиваемся, это шанс подняться над собой и открыть в себе внутреннюю устойчивость, которую вы нам привили. Мы сохраняем нашу веру живой, доверяя вашей непоколебимой любви. С каждым восходом и закатом мы становимся свидетелями Твоего присутствия и знаем, что Ты никогда не оставишь нас. Мы вверяем Вам наши неуверенности и тревоги, уверенные, что Вы превратите их в мир и надежду. Мы верим в Вашу бесконечную мудрость и помним, что Вы всегда с нами. Ни одна проблема не является слишком серьезной, чтобы Вы могли ее решить, и никакая боль не является слишком глубокой, чтобы Вы могли ее успокоить. Во времена тьмы Ваш свет приведет нас к победе. Мы доверяем Твоему совершенному плану и с верой встречаем каждый день, зная, что Твои благословения придут в нужное время. Мы обязуемся жить по Вашему учению с добротой и чистотой помыслов. Мы верим, что, поступая так, мы получим обильные благословения. Мы смиренно выражаем нашу благодарность и бесконечную веру во имя Вашего Сына, Иисуса Христа, и молимся, чтобы Вы всегда были с нами, направляя нас до скончания веков. Вам суждено добиться огромного успеха во всех аспектах вашей жизни, и дела улучшатся, превзойдя ваши самые смелые мечты. Добро пожаловать в вашу жизнь любовь, успех, внутренний мир и ясность. Многочисленные прорывы и благословения вот-вот изменят вашу жизнь к лучшему. Верьте, что Бог удвоит ваши благословения на этой неделе. Знание того, что Иисус важнее любой проблемы, с которой мы сталкиваемся, должно утешить наше сердце и изгнать любые страхи. Не стесняйтесь с уверенностью утверждать, что Иисус всегда рядом с вами, готовый помочь вам преодолеть любые трудности. Во времена трудностей обратите внимание на примеры людей, которые проявили настойчивость и приблизились к Богу в своей борьбе, например, женщина, имеющая постоянное заболевание, или библейские персонажи Даниил и Иезекия. Сохраняйте свою веру, продолжайте молиться и верить в чудеса, которые Бог творит в вашей жизни. И если вы нуждаетесь в руководстве или подтверждении, пусть сегодня вы получите ясный и безошибочный знак того, что вы находитесь на правильном пути. Если вы согласны, ответьте сердечным «Аминь». Вселенная создана для того, чтобы поддерживать вас, и вас ждут неожиданные дары любви, материального процветания и духовного богатства. Сохраните этот пост, если вы верите в это путешествие и твердо верите, что в вашей жизни вот-вот произойдет что-то невероятное, что заставит вас отпраздновать значительное достижение. Будьте готовы, предвидите это, потому что это действительно происходит. Дорогой Небесный Отец, мы предстаем перед Твоим престолом благодати, укрепленные мудростью и мощью Твоих священных писаний. Твои обещания, Господи, служат нам щитом и убежищем, за которые мы горячо держимся. Они освещают наш путь, направляя наши шаги среди жизненных бурь. Мы помним слова Моисея в Исходе 14:
13-14, призывающие нас не бояться, а стоять твердо и быть свидетелями избавления, которое обеспечит Господь. Когда мы сталкиваемся с трудностями и неопределенностью, мы находим утешение в послании к Римлянам 8 часов 31 минута, зная, что, если Бог за нас, кто сможет противостоять нам? Мы покоимся в уверенности, что Ты, Господи, наш щит и защитник. Мы смело заявляем слова Псалма 118, 2-5 и 9, утверждая, что Бог на нашей стороне, и в Его прибежище мы находим безопасность. Каждое слово Божья истина, и Его путь совершенен. Мы ищем защиты у Тебя, Господи, ибо именно в Тебе мы находим нашу силу и защиту. Облекаясь во всеоружие Божие, как показано в Ефесянам 6, 10-20, мы молимся о силе Духа противостоять планам дьявола. Пусть мы будем вооружены истиной, облечены в праведность и готовы к Евангелию мира. Наша вера служит щитом, наше спасение – шлемом, а Твое Слово – нашим мечом. Мы просим смелости смело провозглашать тайну Евангелия, даже когда сталкиваемся с трудностями. Мы уверены в Твоей верности, Господи, когда читаем Исаию 46, 2-4, где обещано, что Бог будет поддерживать и спасать нас даже в старости. В трудную минуту мы находим утешение в Псалме 34, 22: «Господь искупит жизнь своих рабов, и никто из тех, кто ищет у Него защиты, не будет осужден». Господь, Ты наше прибежище и щит, и мы верим в Твою силу. Мы воспеваем Твою бесконечную любовь и знаем, что в нашей беде Ты наша крепость. Хотя мы можем столкнуться со скорбью, мы не побеждены, потому что Ваше обещание в Римлянам 8 часов 28 минут находит отклик в наших сердцах, уверяя нас, что все содействует ко благу тем, кто любит Бога и призван по Его замыслу. Мы цепляемся за Твои слова в Иоанна 10, 28-30, утверждая вечную жизнь, которую Ты даруешь нам, и безопасность, которую мы имеем в Твоих руках. Нет Бога, кроме Тебя, Господь, наша скала. Мы дети Божии, и лукавый не может причинить нам вреда. Путешествуя по жизни, мы помним Псалом 31, 4-19, который утешает нас тем, что хотя праведнику и грозят многие беды, Господь избавляет его от всех них. В нашей повседневной жизни мы доверяем мудрости притчи 14 часов 26 минут. В поколении, где преданности мало, любовь часто остается просто словами, а счастье может казаться неуловимым. Давайте будем честны друг с другом, даже когда это трудно. Честность лучше, чем слишком много думать. Признак ясен: на этой неделе к вам придет чудо. Будьте готовы получить. Небеса разговаривают о тебе, и к тебе назначены ангелы. Все будет хорошо. Приготовьтесь к большему веселью, улучшению финансового положения, исцелению любви и чудесам. Со смирением, доверием и благодарностью мы вкладываем наши мечты и желания во имя Твое, прося, чтобы Ты благословил наше будущее целью и смыслом. Мы признаем Вашу бесконечную милость и верим, что завтра будет новое начало, наполненное благословениями. Во имя Твое молимся. Аминь. Если вам понравилось это видео, и вы дошли до него, это знак того, что Слово Божие коснулось вашей жизни сегодня. Оставьте свое «Аминь» в комментариях как свидетельство веры и благословения. Поделитесь этим сообщением, чтобы украсить чью-то жизнь, и подпишитесь на канал, чтобы сохранить связь с верой. Пусть мир и благословение Господне будут с вами во все времена.
В этот момент, если вы хотите и дальше получать благословение, не сомневайтесь ни секунды. Нажмите немедленно на одно из этих видео и получите бесконечные благословения с небес. Да пребудете вы в мире Господа Иисуса до завтра.